Друзья, мы всю зиму готовили себя к летнему пляжному сезону. Мы посещали всевозможные тренировки и испытывали разного вида спорт. Привет, меня зовут Полина Долинская. Я считаю, что наши труды не должны пропадать зря. Лето наконец-то наступило. Как говорится, лето – это маленькая жизнь. И от того, насколько наполненными будет каждый этот летний день, будет зависеть то количество ощущений, эмоций и новых впечатлений, которые мы за это лето переживем. Сегодня в рамках нашей программы мы будем испытывать такой вид спорта, как сапсерфинг. Будьте с нами в течение всего эфира, и вы узнаете, что это такое, с чем его едят, как правильно кататься. Я думаю, вас это тоже заинтересует. Я постараюсь вам подробнее раскрыть эту тему. С уверенностью можно сказать, что тренд летнего сезона – это сапбординг, довольно молодой вид спорта, являющийся одной из разновидностей серфинга. В отличие от доски для серфа, сап комплектуется специальным веслом, с помощью которого и осуществляется управление. На сапе вы можете кататься не только стоя или на коленях, но также и сидя. Чем же привлекателен этот вид спорта? С такой доской вы можете устроить отдых на любой водной поверхности, будь то море, речка, озеро или пруд, тихая вода или даже волны. Еще сапборд – это отличный способ поддержания формы, который способствует развитию чувства баланса и контроля тела. Когда вы занимаетесь сапбордингом, в работу вовлечены практически все мышцы тела. Фиксируешь его обязательно к ноге. Выбираю удобную. Так, штука. Так. Сразу садись, как тебе удобно. Первые 30 секунд у тебя будет дисбаланс, тело будет привыкать к равновесию. Можешь ноги опустить в воду, не бояться, либо можешь сесть. Вот тебе весло. Когда начнешь плавать, обязательно вот это углубление лопатки должно быть в воде. Им загребать. Да, получается, ты когда стоишь, ты либо сидишь, либо стоишь, ты подаешь вперед веслом, ты вперед едешь, выбираешь для себя положение. Вот, развернуть сап от себя, ты, получается, выворачиваешь вот такими движениями, крутишь сап. Столкновений там с камышами, с пирсом избегаешь, паркуешься боком. Я все это покажу. Хорошо. Так. Для него нету ручки, чтобы я его не потерял? Ты его вставляешь. Сейчас. Оп. Да, ты его вставляешь. Так. Сейчас я отстегиваюсь. У меня веревка есть, если что, тебя припарковать. Сейчас нас будут уносить. Так. Вот, про это я и говорила. Так. Стоп. Так. Бери весло. Сейчас. Ко мне, да, как выбираешь маршрут такой же, как и я, подаем вперед вместе. Выбирай удобное положение, потому что сегодня ветер, погода сегодня неспокойная, вот, поэтому, да, сейчас мы едем вот к тому, видишь? Смотри, я разворачиваю сап. Ага. Выставляем маршрут и едем. Одновременно гребем. Ага. Так. Сейчас мы развернем сапы, получается, и встанем. Несложно, да. Сейчас мы сапы разворачиваем. Вот сюда. Угу. Так, сап останавливаем, весло ставим вот так, ребром. Угу. Вот. Любые тренировки на сапе мы сначала привыкаем, да, получается, садимся на корточках, да. Сейчас нас будут уносить. Привыкаем первые 30 секунд, 20 секунд. Потом берем весло и выравниваем. Сейчас будет столкновение. Так. Вот видишь, ветер, я тебе про это говорила. Ну ничего, мы, девочки, сильные, справимся со всем. Так, сейчас мы пойдем от... Так. Угу. Только ты не упади. Удары, ну, нежелательно. Вот. Фитнес-сап выбирался специально. Сейчас туда едем. Двухслойный. Вот, чтобы нагрузка была до 225 килограмм. Давай, давай. Молодец.
Давай, 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 чуть-чуть осталось. Ребром ставь сап. Плавник, ну, весло точнее. Ага, поставила? Да. Отлично. Теперь. Опять встаем? Да. Ты должна выпрыгнуть на сапе, распределив правильно равновесие. Раз, два, три, четыре. Давай хотя бы. Раз, два, три. Молодец. Не бойся. Весло на себя подай, крутишь весло. Раз, два, три, четыре, пять. Вот себя. Раз, два, три, четыре, пять. Молодец. Теперь назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед. Остановилась. Вправо. Раз, два, ой, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Отлично. Быстренько весла. Ложимся. Выкручиваешь, выставляешь вперед. Да, и встаешь. Так, а он у меня не слез. Так, теперь вот, стоим. О, получилось, Держись. получилось. Ага. Ой, шикарно. Все, стоим вот так и релаксируем. Ну какой релакс? Сейчас поясница щелкнет. Да, теперь лежишь, прогиб поясницы, чтобы спинка отдохнула, да, кровь отлила от нее. Ножками. Раз, пошла. Два, три, четыре, пять. Назад. Раз, два, три, четыре, пять. Велосипед. Приподняла поясничный корпус. Руки за это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 8, 9, 10. Теперь просто ножками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 8, 9, 10. Теперь побежала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. Ножки задержала. Перевернулась. И ласточку, лодочку. Руки вперед. Ага. И покачалась. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А, лодочка, я Да. Теперь немножко прогнулась назад. А вот это будет хороший кадр. Да. Теперь выгнулась вперед. Ножку под себя. Опять вернулась вперед. Встала на корточки немножечко. Постояла. Берешь весло, выставляешь. Принимаешь позицию стоя. На этом тренировка закончена. Я тебе показываю, как управлять сапом. И на этом все. И покатаемся. Да, и покатаемся. Хорошо. волну и что-то такое прям. Поняла, как все это работает. Даже один раз искупалась, и я думаю, все, пора к берегу. Следуем все за мной туда. Ну
Ну что, друзья, сегодня мы попробовали такой летний вид отдыха на воде, как сапсерфинг. Лично мои ощущения, эмоции, я, конечно, и все свои косички замочила. И после того, как сходишь с воды обратно на берег, ноги трясутся с непривычки, болят плечи от этой вот постоянной гребли. Но эмоции потрясающие, они действительно, вот есть такая приятная усталость одновременно с каким-то расслаблением и каким-то умиротворением внутри. Так что, друзья, я вам всем советую. Совсем скоро вы узнаете еще, как можно отдохнуть с пользой для всего тела, для вашего здоровья на воде. Будьте с нами в течение всей программы.